Главные события уходящего вторника, 13 мая, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы. В Якутии за паводком следят с помощью беспилотников и онлайн. Особенностью этого года стало вскрытие рек при низких уровнях воды. Делаем республику комфортнее. Якутяне продолжают выбирать объекты благоустройства в рамках всероссийского голосования по отбору общественных территорий. Расскажем подробности. Алмаз нашел своего героя. Герою России Андрею Григорьеву с позывным «Тута» вручили копию именного алмаза, названного в его честь. В республике с 15 мая начнется запись в летние лагеря для детей участников СВО. Родители могут подать заявление через портал госуслуги или очно в выбранных лагерях. 44 года на базе 4-й школы Ленска работает музей боевой славы «Молодая гвардия». Расскажем подробности об экспонатах. Ледоход под контролем. По прогнозам Якутского гидрометцентра, в ближайшие двое суток подвижки льда будут наблюдаться на участке Табага-Якутск-Кангаласы. Как следят за ледоходом на реках республики, в частности на Кангаласском мысе, узнавала Вероника Таюрская. Все стабильно и под контролем. Центральная Якутия готова к прохождению ледохода. По данным на 13 мая в республике нет ни одного потопленного населенного пункта или затопленной территории. Стоит отметить, что причина этому маловодье. Такие условия обусловливаются тем, что в первую очередь малыми соответствующими запасами определенных бассейнах, водных объектов. Были соответствующие фронты теплые, из-за этого буквально на прошлой неделе же положительные температуры были, и за этот период лед успел подготовиться. Плюс, наверное, сыграло проведение соответствующих противопаводковых мероприятий на заторопасных участках. Как и где убедиться в маловодье на реке и увидеть одну из долгожданных событий для якутян? Все просто. Ленское бассейное водное управление вот уже на протяжении 15 лет организовывает онлайн-трансляцию затороопасных мест, а именно с района водоканала и Кангаласского мыса. Все желающие могут наблюдать за ледоходом, не выходя из дома и, как говорится, с чашкой чая в руках. Первая задача онлайн-трансляции – это наблюдение за ледоходом, как она проходит, где онлайн-трансляция идет. И второе – это именно непосредственно в Кангаласском мысу, это наблюдение за нашими противопаводковыми мероприятиями, как они разрушаются, как они работают. Мы это все фиксируем и снимаем на камеру. Большие помощники в наблюдении за ледоходом – дроны. Специалисты водного управления стали активно их использовать с 2020 года. С тех пор можно наблюдать не только ледоход с высоты птичьего полета, но и судить об изменениях водного режима. А снимки, полученные с квадрокоптера, впоследствии помогут науке. Прямо сейчас мы запускаем квадрокоптер в районе Кангаласского мыса на реке Лена. Тут проводятся превентивные противопаводковые мероприятия, и с помощью квадрокоптера мы оцениваем качество их проведения. Мы это все фиксируем и потом передаем в фондовый материал Ленского БУ. И оттуда мы можем каждый год брать и сравнивать с предыдущими годами. И так мы увидим качество проведенных работ. Количество трещин, количество поглощенной солнечной радиации и так далее. Посмотреть трансляцию в режиме реального времени можно на сайтах службы спасения Якутии, Ленского бассейного водного управления и на сайте Арктик Телеком. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Кангаласы. Делаем республику комфортнее. Якутяне продолжают выбирать объекты благоустройства в рамках всероссийского голосования по отбору общественных территорий. На заседании комиссии рассмотрели текущие показатели. Так, из 34 районов республики 9 близки к выполнению плана. 15 районов отстают, в том числе Якутск, Алдан, Ленск и Жиганск. Напомню, всего Якутия должна набрать не менее 85 тысяч голосов. Само же голосование завершится уже 12 июня. Мы просим все администрации муниципальных районов усилить свои участие в работе с подведомственными учреждениями, населением, в первую очередь общественными организациями по повышению уровня голосования граждан, потому что процент голосования, количество голосов, отданных за благоустройство того или иного муниципального общественного пространства, будут иметь важное значение для принятия решения о финансировании этих объектов.
С этого года якутяне, ветераны специальной военной операции, начали получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в реабилитационных центрах социального фонда страны. Лечение длится до 3 недель. Каждый реабилитационный центр оснащен современным медицинским оборудованием. Чтобы получить направление, необходимо подать заявление через все клиентские службы отделения соцфонда страны по республике, а также через портал госуслуг. Якутяне, ветераны специальной военной операции в настоящее время проходят санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в санаториях, центрах реабилитации Тараскуль в Тюменской области, Омске в городе Омск, Кристалл в Анапе, Туманный в республике Хакасия и Ключи в Томской области. Кроме указанных центров, также можно лечиться и проходить реабилитацию в других из 12 центров, которые находятся на территории России. Неосторожные действия управляющей компании привели к серьезным последствиям для жильцов многоквартирного дома. Пожар, возникший из-за отогрева труб горячего водоснабжения, оставил за собой разрушение и страх. Подробности в сюжете далее. Возгорание произошло не из квартиры, а с улицы. В декабре прошлого года в деревяшке на улице Бабушкина, 12 вспыхнул пожар. По предварительному решению МЧС Якутии наиболее вероятной причиной пожара является использование строительного фена. По вине управляющей компании при отогревании горячей воды произошло возгорание в квартире. Погибли комнатные цветы, квартира была залита, все обои полопались, все хорошо еще хоть. Что-то осталось, соседи успели быстро среагировать. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать трагедии, но огонь успел повредить общедомовую стену и имущество. Я боюсь, что сейчас начнется оттайка, и я боюсь, что пойдет все это деформация этой стены, и вполне такое может быть, что вообще она у меня уйдет, и соседи ко мне спустятся со 2-го этажа. Причиненный ущерб составил почти 99 тысяч рублей. По результатам оценки Светлана Михайловна отправила претензию в УК. Это претензия, которую я отправляла в управляющую компанию, которую они получили 18 марта 2025 года, но так до сих пор на эту претензию они не ответили. Вопрос о том, кто будет покрывать расходы на восстановление, остается открытым. Сам директор управляющей компании отказывается от всего и говорит, что они ничего возмещать не будут. И в помощи даже то, что это общедомовое имущество, стена, они отказываются. В комментарии нашему телеканалу УК ЖКХ «Столичная» отказали. В департаменте ЖКХ окружной администрации рекомендуют Светлане Семеновой обратиться в суд, что она намерена сделать. Даяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Любимая классика в новом прочтении. Гормолзавод осовременил дизайн знакомой всем воды якутянка. Что изменилось в упаковке, расскажет Эржен Гармаева. 20 лет на этикетке якутянки возвеличивались ленские столбы. Изображение узнаваемое, но не отражающее суть названия. Теперь с упаковки на нас смотрит самое что ни на есть якутянка. Девушка в холодае и национальных украшениях. Изменилась и бутылка. Ее бока украшают колоритные узоры. Это больше, чем просто новая упаковка. Это уважение к культуре, к традициям и истории нашего народа. Узоры на бутылке вдохновлены якутским орнаментом, символами силы природы и семейных ценностей. Каждая деталь дизайна упаковки – это дань нашей земле, нашему языку, нашему наследию. Обновленный дизайн бутылки никак не повлиял на качество самой воды. За этим на производстве тщательно следят. А продукция проходит целых 6 этапов фильтрации. Так что якутянка не только красива, но еще и чиста. Цех, где изготавливают якутянку, компактный, но емкий. Тут выдувают тару, разливают воду, клеят этикетки. Весь цикл производства. В среднем за день из-под конвейера выходит 5000 бутылок. Это результат слаженной и бесперебойной работы коллектива Гормолзавода. Каждый день у нас трудится большой коллектив, начиная, допустим, с лаборатории. Лаборатория работает ежедневно. Проверяется все, начиная от сырья, заканчивая готовой продукцией. Сердце завода – это производство, на котором работают мастера, наладчики, рабочие, полностью ответственны за весь спектр нашей продукции. Дизайн вышел настолько удачным, что даже получил свое ювелирное воплощение. Украшения из серебра и фианитов изготовила компания «Уру». Эржена Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Герою России Андрею Григорьеву, известному по позывному «Тута», официально передали копию алмаза, названного в его честь.
Ранее Андрей принял участие в параде 9 мая в числе почетных гостей, прилетев накануне вручения драгоценного камня. На церемонии, прошедшей в сокровищнице республики, присутствовали семья и землячество героя. Отмечу, на сегодняшний день 11 алмазам распоряжением главы региона Айсена Николаева присвоили имена героев России из Якутии. Они представлены на экспозиции «Алмазы героев страны» и хранятся в сокровищнице региона. Ни разу не пропускал 9 мая, по телевизору смотрел, а когда сам там находишься, вот это не описать словами. Я недавно узнал, что мы подписали бумагу, в честь нашего имени там называют алмаз. Это узнал, ощущение было неожиданно. Я знал, что имена дают там президенты, и писатели, великих писателей, а вот героям, имена героев дают алмазу, я об этом не знал. О качестве подготовки учителей и предметников естественно-технического профиля сегодня шла речь на заседании Постоянного комитета Госсобрания Илтумен. В республике работают более 13 тысяч учителей, из них 23% преподают математику, информатику, химию, биологию. Нагрузка на одного учителя, кроме Вино-Бытантайского, Момского и Булунского районов, не превышает норму. Тем временем показатели ЕГЭ и ОГЭ по данным предметам по республике невысокие. И обучающиеся в университете студенты, они, конечно, должны показывать очень хорошие фундаментальные знания по основным предметам. Это такие как физика, химия, биология и другие. Если вот эти фундаментальные знания будут, то, конечно, мы будем большую возможность готовить качественные кадры. Но для этого есть очень много вот таких важных вопросов, которые мы должны обсудить. Это же, конечно же, сдача ЕГЭ, фундаментальные знания, которые они получают в школах. И еще один вопрос, который мы сейчас хотим выставить на обсуждение, это целевая подготовка именно предметников. В этом плане есть большие вопросы для обсуждения. Я надеюсь, сегодня мы очень тщательно это обсудим и найдем хорошее решение. 85-летие отмечает система среднего специального образования страны. Она, между прочим, одна из самых крупных в мире. Как сообщают в Министерстве просвещения, сегодня по программам СПО обучаются свыше 3,5 миллионов студентов. В Якутии их число достигает 24 тысяч. О том, насколько перспективно обучение рабочим профессиям, расскажет моя коллега Саргалана Неустроева. Якутский индустриально-педагогический колледж – один из старейших СУЗов республики. В год он выпускает порядка 140-150 готовых специалистов, в том числе автомехаников. Сегодня оснащение колледжа позволяет его студентам проходить практику непосредственно в стенах самого колледжа. Но еще 5 лет назад о таком оснащении мечтал каждый колледж, каждый техникум и каждое училище Якутии. И в этом плане индустриально-педагогический колледж оказался первопроходцем. Дело в том, что в 2019 году по старому нацпроекту здесь впервые были обустроены полноценные ремонтные мастерские. Автомобили, кстати, также вошли в состав закупленного оборудования. Все это вывело обучение в колледже на новый уровень. По итогам прошлого учебного года у нас порядка на одно учебное место где-то порядка 6-7 заявлений. Это достаточно высокий уровень, мне кажется, востребованности среди абитуриентов, но и показывает конкурентоспособность нашего колледжа в республике. А еще местные студенты показывают неплохие результаты на чемпионатах профессионального мастерства. Состязания, кстати, также проходят на базе колледжа, а это значит, что заведение соответствует всем общепринятым стандартам обучения. Победители имеются. По финалу России, то есть у нас был медальон по обслуживанию грузовой техники. Ну и также у нас ежегодно проводятся олимпиады по укрупненной группе специн 2300000. Это техника и технологии наземного транспорта. И наши студенты ежегодно также в призерах. Тем не менее, статистика показывает, что около 50% от общего количества студентов в Якутии не будут работать по специальности. И это при том, что запрос на рабочих профессионалов в республике есть, сообщают в Министерстве образования региона. Задача ведомства – увеличить этот показатель до 75% в течение 5 лет.
Совместно с Госкомитетом занятости открыли также молодежный кадровый центр на базе Центра ближайшей профессиональной подготовки. И вот как раз мы также усиленно работаем совместно с нашими профессионально-образовательными учреждениями как раз в вопросы трудоустройства. Всего на сегодня в Якутии работают 42 средних учебных заведений. Их чествование официально запланировано на октябрь этого года. И, как всегда, юбилейная дата для системы профессионального образования обещает стать отправной точкой ее развития. Саргалана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. 44 года на базе 4-й школы Ленска работает музей боевой славы «Молодая гвардия». На протяжении всех этих лет он является центром гражданско-патриотического воспитания учащихся. Работникам музея все время ведется поисковая работа, стенды регулярно пополняются новыми экспонатами, ведутся экскурсии не только учеников школы, но и других учреждений. Подробности у наших коллег. Музей «Молодая гвардия» был создан в 1981 году в память о подвиге подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», боровшейся во время Великой Отечественной войны за освобождение территории Донбасса от фашистских захватчиков. Он был создан на базе материала, который собрала еще раньше, в 70-е годы, пионерская организация нашей школы. Потому что пионерская дружина нашей школы носила имя «Молодая гвардия». И все отряды у нас боролись за право называться героем-молодогвардейцем. И в 70-е годы пионер-вожатые с учениками ездили в город Краснодон. Ну и встречались там еще с очевидцами этих событий, с родителями, были в домах, где жили молодогвардейцы, в школе, где они жили, в музеях. И, собрав определенный материал, вот в 1981 году открыли музей. В 2001 году во время наводнения музей был затоплен. К 2006 его восстановили и начали пополнять новыми экспонатами. Сегодня сотрудники музея сотрудничают с музеем Краснодона, держат связь с родственником Сергея Тюленина, который с удовольствием делится фотографиями, видеофильмами и другими различными материалами. В музее экспонируются портреты молодогвардейцев, подлинные фотографии поездки пионеров в Краснодон в 70-е годы, также экспонаты времен Великой Отечественной войны. На этом стенде у нас представлены экспозиции с поля боя именно. Это тут офицерский планшет и фляжка, в том числе и портсигар, куда, получается, закручивали сигареты, самокрутки. На стенде рядом размещены книги с личными подписями родителей молодогвардейцев. Они являются самыми ценными экспонатами. Наши ребята ездили в 70-е годы в сами Ровеньки, где встречались с родителями молодогвардейцев. И одни из этих родителей подарили нам эту книжку. Мама Ивана Земнухова. В музее всегда многолюдно, часто проводятся экскурсии. Проводят их ученики старших классов. Они знают историю молодогвардейцев лучше всех. Каждый раз, рассказывая, переживают, представляя страшные события прошлых лет. С ними творились такие ужасы. Например, вырывали ногти. Если они не рассказывали ничего, их живыми закапывали. На данный момент сотрудники музея выиграли грантовый конкурс, который проводила Иркутская нефтяная компания. Благодаря выделенным средствам был приобретен телевизор Smart TV, моноблок и новая мебель. Обновленный музей будет открыт осенью этого года. На торжество руководитель музея планирует пригласить родственника Сергея Тюленина Юрия Галкина. Любовь Ивановна надеется, что эту задумку удастся реализовать. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. И возвращаясь к теме лесных пожаров, в республику был направлен самолет-зондировщик Росгидромета, который совсем недавно прилетел в Якутск. Он будет вызывать искусственные осадки, которые сейчас необходимы ввиду сухой погоды. Все подробности о том, как устроено судно и как оно будет работать, у Тимура Колмогорова. В связи с пожароопасным сезоном, который у нас в Якутии начался намного раньше, еще 1 мая вышел указ, а также с количеством этих пожаров, которые у нас появились в Якутии, их примерно более 200. Это и лесные, и ландшафтные пожары. И сейчас как раз эти пожары происходят в 4 наиболее распространенных, наиболее арктических районах. Это Эвене-Бутантайский, а также Верхоянские районы особо именно в опасном положении. Хотя сейчас там трудится большое количество сотрудников и оперативно тушат пожары. И как раз к пожароопасному сезону к нам в Якутию из Москвы прибыл самолет-зондировщик, который также поспособствует усилению противопожарных сил Якутии.
чем он вот будет заниматься? Он будет помогать создавать искусственные осадки. То есть мы видим, тут у нас находятся пушки, с помощью которых выстреливается специальная смесь в облака. И частички этой смеси, они захватывают всю влагу в этих облаках, превращая их в дождевые. Тем самым производится большое количество дождя. Это способствует превентивному увлажнению и вообще помогает в тушении пожаров. И у нас этим самолетом-зондировщиком будет управлять известный всем Баграт Григорьевич. Хочу вам сказать следующее, что за 3 года проведения эксперимента, а эксперимент был, как мы говорим, был в нашей стране проведен именно в вашей республике, Республике Саха-Якутия, эксперимент на борьбу с природными пожарами методом предварительного, превентивного увлажнения этих территорий. Именно эту технологию было согласовано на очень высоком уровне. Владимир Владимирович Путин, принял в этом участие. Поэтому, этот эксперимент, он знаковый для нашей страны. И очень хорошо, что впервые проведен именно здесь, на большой, прекрасной, республике, где именно риски возникновения этих пожаров очень высоки. Поэтому здесь было принято решение проводить. Будем работать. Всего у нас в Якутии будет работать 2 таких самолета-зондировщика. Один, который как раз прибыл из Москвы, а другой именно наш местный из полярных авиалиний, у которого чуть более современное оборудование. И данный самолет будет работать у нас весь пожароопасный сезон, то есть все лето, и начнет уже работу с завтрашнего дня, полетев сначала в наши ближайшие центральные районы, а затем уже в заречные и арктические районы. И на каждый из самолетов будут по 2 пилота. Вопросы летнего отдыха и оздоровления детей обсудили на открытом родительском собрании. Ключевыми темами стали возможные способы подачи заявок и формирования заявления на портале госуслуг. Все подробности об изменениях и нововведениях в сюжете далее. Еще до наступления нового летнего сезона в детских лагерях родители готовятся, размышляя о том, где их ребенок сможет провести свободное время с пользой и интересом для себя. А для этого немаловажно знать о документах, необходимых для зачисления ребенка в выбранный лагерь, о которых рассказали на ежегодном родительском собрании. Мой младший сын, он ежегодно отдыхал в лагере Сосновый Бор, Энергетик, ездил за пределы, тоже в Сочи и так далее. Поэтому я думаю, что документы, которые просят по админрегламенту для заселения детей, то они очень легко заполняются. Просто нужно это иметь время, терпение, подойти вовремя в медучреждение, и там все можно это сделать. Немаловажным нововведением в этом году стала возможность оформить своего ребенка в детский лагерь через портал Госуслуги. Во вкладке «Организация отдыха детей в каникулярный период» необходимо будет ввести информацию о ребенке, указать его категорию, а затем на карте выбрать нужный лагерь. Это, конечно, удобно, то, что можно, сидя из дома, вообще отправить заявление. Если раньше нужно было идти туда, то сейчас уже более удобно. Помимо этого, Министерством просвещения России с 1 апреля текущего года утверждена единая программа воспитательной работы. В ее рамках для детей в лагерях будут работать специальные образовательные модули. Каждый регион должен нести свой региональный модуль, который будет как раз-таки воспитывать ребенка, гражданина-патриота, и туда мы можем внести свои этнокультурные направления. Обязательно должна быть часовая нагрузка, обязательно должна быть дополнительная общеобразовательная программа для того, чтобы ребенок мог получить ту или иную компетенцию. Напомним, что к новому летнему сезону по республике к работе приступят 570 детских лагерей разных видов. Их охват составит более 57 тысяч детей. Из них, как на территории Якутии, так и за ее пределами, также организуют отдых 5529 детям участников специальной военной операции. Тимур Калмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.